Всех витаю, дорогие мои друзья. Давно не снимала видео, хотя, если честно, то снимала каждый день. И каждый день вот эту речь, которую сейчас я буду вам рассказывать, я снимала каждый день. Но каждый день я не могла этого сделать. Как вы знаете, у нас горе. Не стало Василия Петровича, Таниного отца. Ему было 82 года. Видите, ветер пошел. Наверное, Василий Петрович меня слышит. И так вот обдает, что Люба, я тебя слышу. Каждый день, потому что для меня снимать такие видео очень тяжело, очень тяжело. Но я сделала пост, как только не стало Василия Петровича, я сделала пост в Facebook на 2 своих страницах и в Ютубе. Вы выражаете соболезнования. Очень много теплых слов в поддержку Марии Семеновны, Татьяны, Ларисы. Поэтому, думаю, хочу сказать спасибо, искренне хочу сказать спасибо за поддержку. Вы действительно стали как вот такой одной большой семьей. И Таня тоже, как только она сможет, она прочитает ваши комментарии и тоже вас поблагодарит. Она меня попросила тоже, и Мария Семеновна попросила, чтобы я вас поблагодарила за такие теплые слова поддержки. А я собираюсь, каждый день начинаю снимать, начинаю плакать, снова переснимаю опять. И вот уже целую неделю как бы никак не получается. Говорю большое спасибо. Вы настоящие преданные друзья, а настоящие верные друзья – это те, которые поддержат в такую тяжелую минуту. Все вы знаете Василия Петровича, и многие писали даже, что он такой серьезный, он какой-то грубый там или еще, писали, что он сильно серьезный. И некоторые даже писали, что он злой. На самом деле, я хочу вам рассказать, какой он был на самом деле. Это действительно был человек-трудяга, потому что всю жизнь он с малых лет он уже работал на тракторе, уже, он говорит, со школы сбежал. И у меня есть видео, где он рассказывает, как он с детства уже трудился, привык трудиться. Рано ложился спать. Вот кур загонит, он ложился спать, ну и вставал он в 3-4 часа уже работал. Он бы и раньше вставал, так Мария Семеновна не давала. Такой трудяга был, начинал работать, давай уже свиней покормит, почистит, уже курам даст, уже пойдет то кукурузу. Вот все село знает Василия Петровича как такого трудягу, потому что он обязательно что-нибудь доделал. То кукурузу там чистит, то он трет курам, свиньям, трет там тыкву, кабачки, ну что там, корм. То на рыбалку пойдет, берет удочку, идет на рыбалку. Он никогда не сидел, он всегда ходил, он всегда был в движении. Такой был работяга, это вот, кто его знает, все его знают как работягу. Он был очень добрый, и шутник такой всегда был. Хотя вот на камеру, вы же говорите, что он был серьезный, злой. На самом деле, когда только он видел камеру, он сразу такой серьезный становился, и так, он такой, знаете, показывался. А когда выключишь камеру, он сразу же начинает там улыбаться, всегда шутил, всегда шутил. Я ему что не скажу, он постоянно шутил. Вот особенно я даже не могу передать вам, какой он был шутник. И у меня даже есть много видео. Вот есть видео даже, наберите в Ютубе «Любовь Киев». Дед выпил цистерну водки, что ли, как-то я так назвала. И там он тоже шутит, смеется, рассказывает. Ну, вот такой вот он был по жизни. Шутник, работяга, шутник. Очень добрый, очень-очень добрый. Ну, редко даже сейчас таких встретишь людей. Он такой наивный, как ребенок. Что ему скажут, все поверит. Вот такой, вы знаете, такой радовался за других. Вот особенно в последнее время Таня мне говорит, что Люба,
Василий Петрович все время спрашивал: «А где Люба? Как там Люба? Где она сейчас?» Таня говорит: «Я рассказываю, она в Каневе. А что там в Каневе? А как там? А почему она не приезжает?» Особенно когда болел, часто меня спрашивал. И когда он попал в больницу, Таня говорит: «Люба, он тебя спрашивал, когда Люба к нам приедет». Я как узнала, что он в больнице, я сразу все бросила и поехала туда, в больницу. Сейчас ставлю фотографию, как... Ну, я приехала, он был такой расстроенный. Мы потом с ним поговорили, он опять начал шутить, опять заулыбался. И я вставлю сейчас я ставлю сейчас фотографию, как Василий Петрович со мной в больнице. Потом я уехала, но я говорю: «Василий Петрович, вы ж меня ждите». А он говорит: «Я на Вишенки». Вишенки — это кладбище. Говорит: «Я уже только на Вишенки». Я говорю: «Василий Петрович, держитесь, держитесь. Мы с вами еще будем путешествовать, мы с вами поедем. Если бы, говорю, чуть-чуть здоровье, то, конечно, мы бы с ним, Марьей Семеновной, с Василием Петровичем, я бы повезла их за границу. Но здоровье не я им всегда говорила: может, поедем, может, доедем, хотя бы до Киева давайте поедем». Говорит: «Уже нет здоровья». И Мария Семеновна тоже, и Василий Петрович тоже: «Нет, мы не можем поехать». Ну, он ждал, очень ждал. Ну, я ж, вы видели, последний раз, когда я ездила, он сидел на веранде и ждал, когда я приехала. Он обычно тоже, и там я когда приезжаю, он всегда ждал или на веранде, или на кухне, в своей комнате сядет и ждет, когда Люба зайдет. Он же не хотел показывать свои эмоции, знаете. Но когда я приезжала, я по его лицу видела, то он очень радуется. Как доснять это видео, я не знаю. Потому что очень много хочется рассказать вам. Эти дни тоже мы каждый вечер с Таней на телефоне. И Таня тоже мне рассказывает. Опять же: «Люба, он тебя так ждал». Я говорю: «Таня, ну если ты знал бы, то надо было мне еще позвонить, я бы приехала». Она говорит: «Ну, мы же не знали, что так оно будет». Я когда уезжала, я ему сказала: «Василий Петрович, вы меня ждите, я скоро приеду». Вот я должна была Валеру Галю отправить и поехать туда еще. Он ждал. И всегда, говорит, спрашивал, каждый день спрашивал: как там Люба, как там Каневские, как там Валера приехал. Он радовался, что Валера с Галей приехали. Организм у него был очень такой крепкий и здоровый, потому что он даже в больнице никогда, он боялся врачей страшно, особенно зубных врачей. Он, чтобы пойти к врачам, он очень сильно боялся этих врачей и не ходил, и все время дома. Если даже что-то заболит, он никому никогда не говорил, а дома там тряпочку приложат и все. Ну, и все. То есть он такой крепкий, он если начинал болеть, он идет на поле, там начинает ходить, начинает двигаться, что-то. Вот так он сам себя лечил. Он никогда не говорил, что у меня то болит, это болит. Он такой крепкий был. А в последнее время, особенно вот коронавирус начался, он сильно переболел. Даже несколько раз они переболели с Марией Семеновной. Затем началась война. Он сильно нервничал. Когда Юля уезжала в Германию вместе с правнучком, с Матвеем, с невесткой, с правнучком, Таня говорит: я первый раз чула, як тато плакал. Причем навзрыд плакал. Это все нервы, вот это летают шахеды, эти ракеты.
Летают эти ракеты, летают шахеды возле хаты. То он все видит, он все новости смотрел, он все это видел, все это слышал. Конечно, это нервы, и война на пожилых людей тоже очень сильно сказывается. Многие люди тоже... Ай ты, Господи. Ну, в селе Утане тоже такого возраста, как Василий Петрович. Что вы думаете? Это все нервы, нервы, и все это пережить. Это не только там люди погибают от бомб, от снарядов, а от нервов тоже, потому что переживают за детей, переживают за внуков своих. И от этого появляются и болезни, потому что я вообще не думала, чтобы Василий Петрович так сдал. Он буквально вот как началась война, вот с тех пор он начал сдавать по здоровью. По нем даже было видно, как вот резко, просто резко. Это все нервы, да. Я же говорю, он всю жизнь бедный, что он видел? Только работа и все. Почки отказали у Василия Петровича, и сердце было больное. Вот это позапрошлый год. Приезжала Таня с ним в больницу в Киеве позапрошлый год. Лежали с ним. И вот это первый раз, когда он приехал в Киев в больницу. Ну, и вот после этого вот он болел, и уже вот опухли у него, в конце опухли руки, ноги, потому что почки не справлялись с работой, и было очень тяжело. Вот когда я вам показывала, мы с Таней ездили в больницу последний раз, то там врачи тоже старались, давали таблетки, чтобы вот он смог ходить в туалет и более-менее себя лучше чувствовать. Но он всегда говорил, я поправлюсь, еще все будет хорошо. Вот я приехал домой, когда уже из больницы приехал, говорит, я вот приехал домой, и мне будет лучше. Он надеялся, конечно, что все будет хорошо. И мы в это тоже верили. А в это воскресенье я снимала видео, как мы уехали домой. Я сделала видео, хотела загрузить в субботу. Ну, потом думаю, ладно, воскресенье. А в воскресенье приехала Света Сытник, Колина мама. Это был день Киева. Утром я тоже снимала видео, и поехали мы, пригласили Свету в Межигирье. Поехали, съездили, посмотрели день. Мы провели очень хорошо день Киева. Вот в Межигирье была красота. Я вот видео снимала. Мы хорошо провели день. Такой день хороший был. И привезли Свету. И как раз звонит Юля. Я машину парковала. И звонит Юля и говорит, что дедушки не стало. Я сразу же позвонила, говорит, завтра будут уже похороны, приезжай. Завтра с утра еще там родственники должны были ехать. Это было воскресенье, да, а в понедельник рано утром в 6 утра я выехала вместе с Тамарой, потому что у Свету тоже хотели взять, но у Светы в понедельник назначили швы снимать в больнице, поэтому Света осталась. Мы с Тамарой поехали, взяли еще Лиду, Танину двоюродную сестру, Галю. Я на видео их показывала, вы их знаете тоже. Ну, многие из вас знают. Поехали в село утром, потому что батюшка должен был приехать в 11 утра. Батюшка должен был приехать, начинать ведспевывать. Поэтому мы рано утром вот в 6 выехали, приехали, а тут как раз дождь. Такой с утра, такой сильный ливень. Мы пока приехали, то запустится, то опять медленно, то пустится, то опять медленно. Ну, боже мой, а они же живут, вы знаете, не в самом центре села, и не в селе даже. Они живут вот так вот на окраине. И там через поля надо ехать. А эти поля, оно такое, знаете, глина такая, поэтому там очень тяжело проехать. Вот. Когда мы приехали в село, поставила машину до соседки бабы Гали, помните, вот, ну, сейчас новые там люди живут, поставила туда,
Мы пришли, самые близкие родственники собрались уже. Лариса была уже с Иной, и внуки, Миша приехал, Юля приехала, это Танин сын, Танина дочка приехала. Лариса приехала тоже со своими дочками. Вот. И потом, ну, вот самые близкие люди, вот самые близкие родственники, самые близкие соседи собрались. И Таня очень переживала, что такой ливень, и могут люди не прийти на похороны, на кладбище. Потому что очень сильный ливень, а знаете, люди, все друзья Василия Петровича вот такого возраста, как и он, поэтому Таня переживала. Когда, ну, знаете, в каждом селе по-разному проходят похороны. Вот что мне понравилось в Танином селе, что все-таки так вот все демократично, так, знаете, потому что мы приехали, я думаю, надо обязательно платье, потому что одела платье, а тут такой дождь, холод, думаю, вот еще и простудишься. Но я с собой взяла брюки, там, на всякий случай, думаю, уже после, может быть, кладбища одену. Ну, то есть вот одежду, платок вот взяла. Я смотрю, что очень все так, я говорю, демократично и просто, потому что никто не смотрит, как ты одет, как ты там, чтобы одела. Вот они пришли, говорят, ой, надо калоши. Мы, говорит, дают нам калоши. Говорит, каждый, кто хочет, так и одевается. Я смотрю, что и в брюках можно, и никто, и батюшка тоже не ругать. То есть, главное, чтобы люди пришли и помянули. А кто в чем одет, это не обязательно. Понятно, что там голову накрыли, когда батюшка читает молитвы, а так даже не обязательно, чтобы прям вот все ходили в платках, там кто-то капюшон надел. Все так очень спокойно, размеренно. Понятно, что Марья Семеновна и Таня, они всегда продумают, что все было идеально, чтобы вот прошло. Ну, оно и так вот проходило все идеально, все, потому что надо знать, это надо каждому свечку, когда батюшка читает. Понятно, кто живет в Украине или православный, то знают, как это. Но я рассказываю уже всем, вот, и меня не только православные смотрят, вот и Внукуся, что же, и Казахстан, и многие страны смотрят, поэтому я рассказываю уже все в подробностях. Вот, поэтому надо каждому свечку дали носовой платочек, чтобы держать вот свечку с носовым платочком. Этот носовой платок потом на память себе оставляешь. Пока батюшка читает молитву, держишь зажженную свечку. Когда заканчивают, свечку потушили. Потом уже начали выносить. Вы знаете, вот, вы знаете, Василий Петрович был настолько светлым человеком, что даже сама природа это показала, потому что вот сильный шел ливень, а когда начали выносить Василия Петровича из хаты, дождь прекратился. Вот и так еще когда начали выносить из хаты, еще такой мелкий такой покрапывал, но такие мысли, вот и Таня тоже говорит, я так переживала, что будет сильный ливень, как это все будет происходить, когда это будет сильный ливень. Ну, вы знаете, тихонько и все, и стих, и дождя не было. Возле Лидиного дома стояла машина бортовая, и уже на руках они донесли до этой бортовой машины, поставили гроб и крышку туда, венки, а потом уже трактором зацепили, и вот этот маленький такой кусочек, который вдоль поля идти, тот трактор потянул, вот, и мы уже потом сели в машину, машина, первая ехала машина, это уже бортовая, а за ней уже мы ехали, со мной соседка, баба Оля, сидела, Тамара тоже. Вот, а потом уже когда мы выехали в село на асфальт, тогда уже люди пошли пешком. И Мыша, и Таня ж переживала, и говорит, что вдруг людей не будет, вдруг людей не будет. И когда мы выехали уже в село, где асфальтированная дорога, то
по краям дороги, уже на обочине стояли уже люди с этого села. Очень много было людей, и все выходили на дорогу, и все присоединялись к похоронной процессии. До кладбища уже было очень много людей. Где-то, я точно не знаю сколько, где-то 80-100, наверное, было. Может, 100 и не было, где-то 80, наверное, было точно. Вот всей процессии. Вот. И так вот все так размеренно, тихо, все шли за машиной до кладбища. Кладбище находится в середине села. Кладбище я вам показывала какое. Вот. Потом мы туда пришли. А там у них есть специальное место, где вот такой, как стол, такой постамент такой, где ставят гроб, и над ним, за ним такая стена, а на стене фотографию Василия Петровича повесили и икону повесили. Я забыла, наверное, сказать, что в хате відспівував батюшка долго так. А потом уже вот приехали, когда на кладбище, тоже відспівували батюшка. Потом было прощание, все, кто хотел, подходил к гробу, прощался с Василием Петровичем. Вот и у Оли, я помню, что так было, и вот у Тани в селе тоже. Вот когда человек подходит, когда гроб начинает засыпать землей, то 3 горстки земли нужно бросить. И сразу же уходят. Вот сразу же уходят. Вот я думала, что обычно, вот я не помню, у кого мы были на похоронах, то ждали, когда вот закопают уже полностью. А это вот люди сразу же кидают 3 горсточки и все уходят. Я вставлю фотографию, я сделала фото. Все люди, конечно, не вошли в эту фотографию. Как получилось, я издалека вот сделала пару фотографий для вас. И вот как только 3 горсточки кинули земли, и все, и уже пошли, начали выходить все из кладбища и пошли рядом, там есть школа, новая школа, почти была достроенная, но уже там никто не учится. Просто здание стоит этой школы. Вот. И там поминки, естественно, столы уже были подготовлены, чтобы люди приходили, только присаживались. И еще так же, как и у Оли, мы ездили на Таня с Ларисой, Таня с Ларисой заказывали, есть такие фирмы сейчас в Украине, что заказываете, и они и на поминки, и на дни рождения, на любые события можно им позвонить, и они обговорят меню и будут готовить. И ты приходишь, и это, кстати, очень удобно. Они приходят со своей посудой, уже все готовое, и ложки, и тарелки, все уже готовое. Ты приходишь, садишься, а потом, что хорошо, что не надо не мыть эту посуду, ничего, потому что эта же фирма потом все это собирает и увозит, оставляет еду. Там еда на поминках такая более постная. Вначале было колово, называется. Колово — это как кутя. Такой рис, отваренный рис и изюм, такие, сладости там такие вот и в тарелочке. Первое, что нужно покушать, когда садишься за стол, это 1 ложку этого колова надо обязательно съесть. А потом уже приступаешь к другим блюдам. Много разных было блюд, такие, знаете, не жареных, не таких, в основном пареное, такое вот на пару приготовленное, вот котлеты, голубцы, что там еще, еды было очень много. Еды было очень много, не буду вам перечислять, еды было много, разной. И налистники были, и много. Я уже даже сейчас не вспомню, что. Вот надо было мне тоже, наверное, снять фотографии, сделать, сколько людей сидело. Человек 80, наверное, сидело за столом, потому что столы были так П-образно поставлены столы.
Мне говорили, и вот Таня тоже подтверждает, что сейчас вот раньше, помните, были похороны, потом 9 дней было, там год вот отмечали, а в последнее время то сразу же похороны 9 дней отмечают в один день. А Таня говорит, мы так не захотели, мы, говорит, вот похороны, и вот уже воскресенье, наверное, вот уже послезавтра 9 дней будут еще они для накрывать стол, еще будет делать отдельно, 9 дней будет делать. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за теплые слова, за слова поддержки. Это очень приятно. Я же говорю, вот когда люди пишут такие слова, вот в горе это очень нужно. Ну, некоторые думают, ну, зачем я буду говорить, зачем это и так все знают, и все. Ну, вы знаете, слова поддержки очень нужны, очень нужны. И вот если даже близкие вам люди, вот даже вот люди, которые не очень знаешь, но надо говорить, надо выражать соболезнования, потому что это очень, как бы, ну, я не знаю, может, кто-то это не потребует по-украински, кому-то это не нужно, но я думаю, что ну, каждому вот хочется услышать слова поддержки. Поэтому еще раз вам большое спасибо за ваше сочувствие, за вашу поддержку, за ваши теплые слова. Так вот и жизнь проходит. Когда на кладбище стоишь, все время думаешь, Господи, как это все быстро, как эта жизнь такая быстротечная. Но знаете, хочется верить в то, что вот батюшка говорил, когда проповедь читал, он говорит, что человек, вот тело как бы остается, умерло, а душа все-таки улетает и перерождается, и в это очень хочется верить. И когда прилетают птички или что на кладбище, и все время кажется, что, а может, это душа вот прилетела посмотреть, или, ну как-то хочется в это верить. Да, жить продолжается, и мы с вами поедем тоже. Вот Валеру с Галей провожу, наверное, поедем, съездим. Конечно, будет очень тяжело без Василия Петровича, потому что он всегда ждал, и приезжаешь, и всегда будешь искать, я думаю так. Потому что даже Таня, по телефону с ней разговариваем, она говорит, Люба, мне всегда кажется, что он где-то сидит в своей комнате или лежит у себя. Это, конечно, очень все тяжело, но жизнь продолжается, дорогие мои, и надо беречь друг друга, говорить все слова вот сейчас, а не потом, вот когда на похоронах, а надо вот, когда человек живой, надо все говорить, надо любить, все надо, да, когда человек еще жив. Ну, я надеюсь, Василий Петрович на меня не обижается, и семья его тоже все время, и до последнего они были с ним днем и ночью. Поэтому семья хорошая у Василия Петровича. Вот он вырастил таких достойных детей.